К другим темам. Мы дождались сухой весны, а это значит, что на дорогу выехали любители двухколесного транспорта. И если для велосипедистов порой предусматривают отдельные велодорожки, то мотоциклисты едут наравне со всеми. Весной, когда сцепление шин с дорогой хорошее, наступает еще и момент излишней самоуверенности. В России ежегодно фиксируется свыше 12 тысяч аварий с участием водителей двухколесного транспорта. За прошлый год в столице Татарстана произошло 43 ДТП с участием мотоциклистов. В 2021 году было 63 аварии. При этом выросло количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Если в 2021 году погибли 3 человека, то в 2022 – 4. И в половине ДТП они виноваты сами. Автомобилисты также не всегда воспринимают байкеров как полноценных участников движения. Статистика профессионалов-инструкторов тоже неутешительная. Почти 75% байкеров не умеют экстренно тормозить. Около 80% не знают, как удержаться на мокром асфальте. Больше 85% не умеют поворачивать. Поэтому опытные мотоциклисты рекомендуют всем байкерам в начале мотосезона освежить свои навыки и быть внимательнее. Автомобилисты же за зиму тоже отвыкли от мотоциклов на дорогах, а тем временем госавтоинспекция Татарстана уже выехала на улицы республики на патрульных мотоциклах. И ловит нарушителей не только среди байкеров. Говорят, попытки скрыться от такого патруля ДПС всегда безуспешны. А случаи бывают разные. Репортаж Диляры Юсуповой. Вольно. По постам несения службы. Разойдись. Лишь приказ командира и крики «Вольно!» выдают. Перед нами не просто мотоциклисты и даже не спортсмены. Все это лишь стандартное начало дня стандартного патруля ДПС. День с патрульным мотоотрядом. Мы думали, это просто, ведь мы на автомобиле, но в плотном потоке магистрали мы теряем экипаж за секунду. Уровень шума превышает норматив, установленный государственными стандартами. Будет составлен административный материал. А они уже здесь. Никаких нарушений на байках и даже нестандартная авария. Бытует мнение, что мотобатальон создан для того, чтобы следить исключительно за мотоциклистами. Это неправда. Инспектор ГИБДД выполняет все свои функции, независимо от того, сидит ли он в машине, на мотоцикле или вообще находится на стационарном посту. А мы едем дальше. Хоть спектр задач у мотобата и широк, весной и летом по большей части приходится следить за тем, чтобы гражданские мотоциклисты соблюдали правила и скоростной режим. Самое распространенное нарушение, конечно, превышение скорости и езда без номеров. Зачастую они не имеют категории на управление транспортным средством, не имеют вообще водительских прав на управление мотоциклами и не имеют страховые полиса. Принято считать мотоцикл на дороге повышенная опасность. Стереотип о байкерах в косухах и лихачах, кстати, стереотип не всегда. Правда, относится это скорее не к байкерам, а к обычным безответственным водителям. Прошлое воскресенье, вечерний час пик. Казань. Свободная широкая полоса, но мотоциклист умудряется въехать в автомобиль, не успев съехать к краю проезжей части, как это было запланировано заранее. Естественно, на большой скорости. На сегодняшний день, так скажем, уже зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 21 человек. Таких отчаянных все меньше, говорят в ГИБДД. Но нарушения не всегда значительные, но есть. В основном преследование длится не более 5 километров. Этого вполне хватает, чтобы остудить пыл нарушителя и призвать его к ответу. Слишком громкий мотоцикл. Говорят, изменения в конструкции. Поменяли глушитель. На более громкий. Вот и все. А вы купили таким, да? Да, мы его взяли таким. Будем исправлять теперь уже. Хорошим мотоциклистом все равно будет двигаться со скоростью движения общего потока. Обязательно шлем, перчатки, одежда с защитой. Вот. И главное, чтобы каждый мотоциклист должен приучить себя к этому. А привыкают далеко не все. Это то, что называется правильный мотоциклист. Экипировка хоть и не обязательно по правилам дорожного движения, все же желательно. Казалось бы, достаточно шлема. Но и мы всех просто даже не то чтобы рекомендуем, а просто обязываем не останавливаться просто на приобретении шлема, а все-таки именно иметь полноценную защиту тела.
Ну, главным атрибутом у нас защиты нашей головы это как раз-таки является шлем. Вот, и давайте мы его оденем. Держим лямочки большими пальцами. Попробуем поучиться, да? Да, сейчас я вас познакомлю с вашим инструктором. Вот, он подъедет к нам, и мы немножко расскажем вам то, как управлять мотоциклом. Вопрос от незнакомого человека «у тебя сколько кубиков?» здесь никого не удивит. Объем двигателя – важная характеристика и мотоцикла, и его хозяина. Но это не имеет значения, если ты не знаешь даже теории. К слову, местные байкеры советуют освежать знания не только новичкам, но и бывалым. Это обязательно перед началом каждого мотосезона. Мы подшагиваем к нему, перекидываем согнутую ногу в колени, выпрямляем мотоцикл, убираем подножку. Все, мотоцикл в нашей власти. Ручка газа имеет возврат. Но при открытии газа мы газ не бросаем. Мы его провожаем обратно. Поворачиваем ключ в замке зажигания. Нажимаем сцепление, кратковременно нажимаем кнопку старта. Да, этого достаточно. Мы не можем показать вам все занятие, но краткая теория длилась минут 40, прежде чем мне разрешили двинуться с места. Ну, как двинуться? Скорее ползти в сопровождении инструктора. Ну, сбиваем замочку. Уходим левее. Очень резко, не так резко. Вполне. Друзья мои, ну это круто, что я могу сказать. Но очень сложно. Когда самой. На дороге у байкеров нет разделений. Едешь на двух колесах, значит свой. Частое явление ехать в одной полосе с автомобилем. Формально это не нарушение, но все же небезопасно. А вообще это противостояние на дороге мотоцикла и автомобиля – вечная классика. Надо просто прогнозировать дорожную ситуацию. То есть видеть то, кто как едет. Если едет человек, который неадекватно себя ведет, то от него лучше держаться подальше. Это железное правило «дай дураку дорогу». Мотоцикл – транспорт повышенного риска, которым нужно уметь управлять. И надо постоянно свои навыки повышать. Официально мотосезон еще не стартовал, он начнется 9 мая. При всех очевидных минусах, связанных в первую очередь с личным комфортом, у мотоцикла есть ряд неоспоримых преимуществ. Бесплатная парковка, движение без пробок. Причем байкеров, состоявшихся и состоятельных, бешеной скорости уже не так волнуют. От мотоциклов они ждут других ощущений. Свободы. То, что невозможно оценить ни в каких единицах измерения. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, 7 дней.